Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мировое влияние постепенно перемещается от Запада к активно процветающему Востоку. Сотрудничество Республики Саха с Якутией успешно развивается на протяжении многих лет. Во многих сферах самым, пожалуй, надежным и крупнейшим партнером республики является Китай. И, конечно же, Якутия обращает очень большое внимание вопросам сотрудничества именно с этой страной. Говорим сегодня о сотрудничестве с Китаем. Попробуем обсудить все аспекты нашего взаимодействия и выяснить, кто останется в большей выгоде. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. И у вас есть возможность задать свой вопрос участникам разговора. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Ну, если взять вот историю взаимоотношений наших стран, то она началась довольно давно, больше уже 20 лет назад, когда в городе Шаолинь было подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Республикой Саха и провинцией Лиалинь. Ну вот прошло больше 2 десятилетий, и, конечно же, все меняется. На каком уровне сейчас находятся наши деловые связи с этой страной? Добрый вечер. Ну, во-первых, конечно, надо сказать, что взаимоотношения у нас на новом уровне, скажем так. И этот уровень уже, наверное, не сравним, не сопоставим с тем, что было ранее. Вообще, как специалист хочу сказать, что волна взаимоотношений, первая волна взаимоотношений с Китайской Народной Республикой на уровне предприятий была отмечена нами еще в 2000-е годы, в начале 2000-х. Теперь, значит, идет вторая волна, то есть идет всплеск новый, нового уровня и взаимоотношений именно в новых условиях, скажем так. А чем вызван это новый всплеск? Какие подводные камни? Ну, если, допустим, ранее в основном интерес был именно к сотрудничеству в торговой области, в первую очередь, это касалось торговых вопросов, то сейчас, конечно, больше интереса именно в привлечении инвестиций, то есть сейчас идет больше переговоров именно по привлечению инвестиций в проекты. То есть это такая новая экономическая деятельность, скажем так? Это получается, это не новая экономическая деятельность, но именно во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой это у нас получается достаточно еще такая тема, которая представляет для наших предприятий интерес. Но если говорить о конкретных каких-то проектах, которые сейчас осуществляются, какие наиболее значимые для нашей республики вы могли бы выделить? Добрый вечер. Позвольте мне сказать несколько слов об Агентстве инвестиционного развития Республики Саха-Якутия. Агентство — это специализированное учреждение по работе с инвесторами, в том числе с иностранными. Мы были созданы в 2013 году по распоряжению главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова для того, чтобы сопровождать инвестиционные проекты и продвигать проекты республики. Мы работаем по принципу одного окна. То есть, что касается иностранных инвесторов, иностранный инвестор может к нам обратиться, и мы будем сопровождать проекты от и до. На текущий момент по работе с Китайской Народной Республикой мы отмечаем высокую активность, мы занимаемся продвижением крупных инфраструктурных проектов, в том числе... наиболее значимые. Хотелось бы услышать о таких проектах, о которых сейчас, в принципе, население уже знает. Это застройка жилых кварталов города Якутска, строительство инфраструктурных объектов, это строительство в будущем моста и так далее. Да? Мы же говорим, что в разных сферах, абсолютно в разных, действительно Китай же у нас такой очень крупный партнер на сегодняшний день. Я бы еще хотела отметить то, что Китай у нас интересуется, конечно же, проектами минерально-сырьевого характера, но наша новая ключевая задача — это локализовать на территории республики перерабатывающие производства. И в этом направлении у нас ведется усиленная работа с нашими партнерами из Китайской Народной Республики. А вот вообще, почему Китай, как вы думаете, другие страны почему такого интереса не проявляют, а вот Китай именно проявляет?
именно к нашей республике, к Дальнему Востоку? Почему, как вы думаете? Наверное, правильнее сказать, что мы заинтересованы То есть в мы все-таки инвестиции. больше интересуем. Да, Мгм. и то есть сказать, что Китайская Народная Республика заинтересована, ну это, наверное, громко сказано, да, Мгм. то есть нам, чтобы привлекать инвестиции, надо больше усилий проводить, скажем так, да, то есть чтобы найти инвесторов. Мгм. То Потому есть, что для ну, них если- Россия это вот, ну, Москва в первую очередь, да, это западные регионы, они как-то их представляют. Несмотря на то, что территориально мы как бы достаточно близко находимся, да, от Китайской Народной Республики, все же информации для всех, ну скажем так, для всего бизнеса, наверное, на сегодняшний день недостаточно. Соответственно, нам- Тогда, если шире посмотреть, то насколько охотно вообще к нам в республику идут инвесторы, в том числе и Китай? Вот вы говорите, что все-таки мы получаем больше, чем, ну, если попросту говорить, больше, чем отдаем, получаем мы больше. Почему? Ну, с чем связан интерес к нашей республике? Конечно, да, мы в первую очередь представляем наши инвестиционные возможности. Это, конечно, интересно для всех, не только для инвесторов из Китайской Народной Республики. Это интересно для и других потенциальных инвесторов, то, что мы представляем наши возможности, наши вообще как бы весь инвестиционный потенциал, который существует, и в том числе точечно проводим работу по проектам. Ну и здесь я бы хотела добавить, да, что, допустим, в наш, скажем, мы вошли как регион, то есть мы получили статус ТСР именно вот благодаря, значит, якорным инвесторам из Китайской Народной Республики, и это тоже говорит о том, что, ну, у нас идет неплохое взаимодействие на данный Ну, момент. вот у нас как раз представители, да, индустриального парка Кангаласы. Расскажите, пожалуйста, как у вас складываются взаимоотношения с нашими соседями? Ну, индустриальный парк Кангаласы сейчас имеет ключевого инвестора из Китая, компанию Сунян. Они собираются открыть завод по производству кирпича и завод по переплавке металлолома. Вот. И, в принципе, интерес со стороны Китая огромный, на самом деле, потому что это просто, если посчитать по деньгам, у нас за год инфляция составила в районе до 10%, а юань стал дороже в 2 раза. Соответственно, за те же самые деньги, за те же самые юани они могут получить намного больше в рублях. Соответственно, это экономически очень выгодно. Это вот, на самом деле, вот наша девальвация рубля, она сказалась очень на привлекательности инвестиций, на привлекательности въездного туризма и также на том, что наши товары, Китай сейчас, получается, открыл свои рынки для продажи нашей продукции. Тут даже вот на примере наших резидентов нашего технопарка Якутия, которые сейчас активно работают над продвижением собственной продукции на рынке Китая. Ну так это серьезные обороты или нет? Нет, это пока первые шаги. Это пока у нас оформление официальной Документации. компании. То есть уже у нас есть официально оформленные юридические лица в Китае. Сейчас оформление идет, получение санитарных требований, прочее, там вопросы такие, кормовые добавки и так далее. А вот смотрите, коллеги, у нас, значит, какие у нас получаются проекты крупные? Это строительство мостового перехода, да, ну проект как проект, мы пытаемся привлечь инвестора. Сейчас сказали о том, что в индустриальном парке Кангаласы, значит, кирпичный завод, строительство 17-го, ну, вообще кварталов, жилых кварталов. Что еще предлагают, вернее, что еще мы пытаемся, в каких сферах привлечь китайских друзей в качестве инвесторов? Я могу сказать. Да, пожалуйста. Вот вообще, почему Китай заинтересован, и мы заинтересованы в Китае, да? Во-первых, известные политические события как бы нас заставили повернуться в сторону, естественно, нашего соседа, да? Если мы раньше рассчитывали на инвестиции западные, в том числе европейские, американские, то на сегодня у нас практически нет выбора, кроме того, как обратиться к вот такому лидеру, инвестору в стране, как Китайская Народная Республика. Ну, практически, да. Да, а она инвестирует во всем мире. Она есть и в Латинской Америке, и на Африку она повернулась, и даже Европа, скажем так, и в Лондоне они подписывают на миллиарды долларов контракты. То есть у нас как бы это мировой лидер уже инвестор.
Мы заинтересованы в Китае, да? Почему Китай у нас заинтересован? Естественно, мы богатая сырьевая база. Мгм. Он, как инвестор, Китай тоже рассматривает свои инвестиции, диверсификацию определенно делает, и ему нужны, естественно, наши не территории, наверное, наши ресурсы. То есть это обоюдный интерес. А вот мы со стороны нашей республиканской компании, да, инвестиционной, у нас есть ряд проектов, которые мы готовы предложить, то есть где мы привлекаем инвесторов, это в первую очередь Янолово. Олово – это месторождение Терехтях в Устьянском Улусе. Мгм. Мы подписали соглашение с Хеллузианской главной компанией по экономике и технологиям и как бы о сотрудничестве, о тех намерениях, которые мы готовы выразили со своей стороны, и они выразили со своей стороны, чтобы совместно развивать этот проект. А по строительству нефтеперерабатывающего завода в Алдане что-то уже подписано, да? Есть какие-то уже движения? Там у нас, значит, предварительно, да, подписано, меморандум подписан, но пока на стадии, как бы, вот сейчас идет подготовительных, как бы, скажем так, подготовительного этапа перед, как бы, подписанием основным, скажем так. Также я хочу сказать, что в этом году в начале апреля была установлена буровая в Алюкминском районе, Мгм. то есть это тоже китайские инвестиции, которые Ну, вот не так присутствуют у нас в республике. давно в Харбине прошла выставка «Экспо». Вот какие там были проекты презентованы, насколько они вызвали интерес, что-то кто-то был из вас участником этой Да, мы выставки? участвовали. Да, расскажите, Расскажите пожалуйста. поподробнее. Пожалуйста. Вы одна были, что ли? Нет, Нет, у нас была да, были несколько, вот здесь сидящие. Да, все. рабочая Несколько группа, человек, да, которая достаточно много было у нас. организовывала участие республики во втором российско-китайском экспо. Агентство инвестиционного развития провело биржу контактов для бизнес-среды нашей республики и Китайской Народной Республики. В этом нам, значит, помогли наши коллеги из управления коммерции провинции Хэлунцзян. Мы представили 14 инвестиционных проектов республики. В данной бирже контактов участвовало 150 представителей 150 китайских компаний. И практически каждому проекту были найдены контрагенты. И на текущий момент, значит, ведется переговорные процессы по инициации совместной реализации проектов. Мгм. А вот поподробнее вообще, какие проекты это были законтрактованы еще? Конкретные проекты, и которые действительно вызвали какой-то интерес. Ну, на B2B мы представили ряд проектов. Значит, были проекты строительства нефтеперерабатывающего завода в Алдане, Мгм. строительство IT-парка, поиск стратегического партнера для банка Алмаз-Регионбанк в реализации их инвестиционного проекта по многофункциональному комплексу в 203 микрорайоне. Был у нас проект по строительству водно-рекреационного центра. Это компания Утом Плюс представила свой проект. Мгм. Ну и ряд других проектов. Ну, подписание у нас прошло как раз вот Да, мы у подписали, республиканской да. инвестиционной Мы компании. подписали 2 соглашения Мгм. по оловянному проекту и подписали соглашение о создании совместного предприятия с китайской стороны. Да. Ну, то есть огромное количество, в принципе, уже появляются какие-то конкретные очертания, появляются какие-то конкретные соглашения. Но многих, конечно, интересует, наверное, мостовой переход, да, Да. которому, судьба его, которая уже многие десятилетия не может решиться. Но вот сейчас мы начали говорить о том, что вот вроде бы китайские инвесторы заинтересованы в этом проекте. А какие-то есть детали их участия или нет еще? Ну вот, как известно, вообще агентство именно инвестиционного развития сопровождает этот проект. И скажите, пожалуйста, сразу такой возникает вопрос, а почему Якутия видит реализаторами этого проекта именно китайских партнеров? Ну, как известно, Россия и Китай являются стратегическими партнерами на сегодняшний день. И Китай — это мощная экономика с ресурсами как финансового характера, так и
Китай может реализовать этот проект, то есть мы совместно с Китаем можем реализовать проект. Да, мы действительно сопровождаем этот проект, мы разработали финансово-экономическую модель, получили поддержку федерального правительства в лице Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства экономического развития. Мы ведем переговорные процессы с несколькими интересантами, компаниями из Китайской Народной Республики, которые имеют специфику реализации такого рода крупных инфраструктурных проектов. Можно я здесь Да, как бы да, добавлю? конечно. В первую очередь, конечно, я хочу подчеркнуть, добавить, как бы тут поправить, наверное, свою коллегу, да, что это федеральный проект. Да, и то есть здесь не мы ведем переговоры, да, переговоры ведет, значит, Министерство транспорта, да, Российской Федерации. Мы как бы участвуем в этом процессе как сторона, которая заинтересована в реализации этого проекта, да, поэтому наши усилия носят такой вспомогательный характер, да, вот в поиске тоже, да, как бы, но решение принимается именно на федеральном уровне. Это федеральный проект. Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну не можем, ну о мостовом переходе есть еще что-то добавить? А вот интересно, просочилась информация, опять же, в средствах массовой информации. Пользуясь случаем, хотел бы спросить по поводу канатного перехода. Якобы было некое предложение от китайских партнеров перевозить, значит, грузовые автомобили по канатам. Есть что-то, какая-нибудь информация? Да, по канатному переходу я бы хотела сказать, что инициаторами инициатором выступила китайская сторона, они вышли на нас, обратились с таким предложением. Мы провели рабочие совещания на своем уровне, да, между министерствами и ведомствами, которые могут, ну, быть компетентны в этом вопросе. И, в общем-то, со стороны Министерства транспорта нашего, Республики Саха-Якутия, экспертами как бы было сделано, ну, предварительно как бы, да, оценка, что одно другому не мешает. Да, То есть что, будет и канатное, и мостовой что переход, можно да? рассмотреть, да, то есть не обязательно, как бы, что мы принимаем, мы как бы будем рассматривать точно, 100%, но изучить, рассмотреть этот вопрос в принципе можно, как, допустим, в дальнейшем для, может быть, на первоначальном этапе для перевозки грузов, да, для перевозки пассажиров, в дальнейшем, может быть, в туристических целях. То есть, чтобы они не рядом были, может быть, да, эти переходы. Ну, это вот как вариант просто рассматривается в То есть настоящее вы не время. отвергают этот Да, вариант, да, и, может быть, в но- перспективе действительно республика будет иметь такую канатную дорогу. Потому что, да, мы видим, что все гости, которые к нам, допустим, приезжают, это не обязательно из Китайской Народной Республики, все иностранные гости, все гости, которые приезжают из других городов Российской Федерации, все хотят посмотреть на нашу Реку. Лену. Да. И если будет канатный переход, так это, конечно, для нас, вот для принимающей стороны, будет как бы одним из вариантов именно показать. Это наш- тоже будет тогда нашу- в таком случае федеральный проект, да? Нет, в данном уже случае, наш. да, мы рассматриваем просто этот Это вопрос, очень но интересно, решение кстати, еще не да? принято, да. То есть мы получили предложение, и пока на данном этапе еще решение не принято. Понятно. У нас совсем немножко времени до рекламы, и вот, может быть, чтобы завершить наш этот блок, что касается именно вот, потому что дальше мы будем говорить уже о застройке жилых кварталов города Якутска. Тут вот подытожить, да, по поводу вот крупных наших проектов. Пожалуйста. Вот я тоже присутствовала на выставке, да, скажем так. Это вторая выставка, да, вторая российско-китайская выставка, и интерес действительно большой. Мы видели, как китайцы активно интересуются, также и российская сторона была хорошо представлена. А мы, когда представляли собственные проекты, естественно, выехали со собственным материалом, да, увидели, что наши раздатки все ушли. Большой интерес также у китайцев еще есть и к туризму. Китайцы это многомиллиардная страна с хорошим доходом уже на сегодня, да, население выше даже, чем российское население, доход у него. Они даже, китайцы, уже бизнес свой, действительно, торговцы сворачивают, практически уезжают отсюда, да. И вот даже масса туристическая может сюда как бы приехать. То есть простора для сотрудничества у нас с ними много, не только наши минерально-сырьевые ресурсы, скажем так, да. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом вернемся и продолжим наш разговор. Реклама на канале НВК Саха.
В эфире программа «Не пропусти». Главное, и мы говорим сегодня о вопросах сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ну вот все мы знаем, что компания Джода приступает к строительству жилых объектов в столице города Якутска. И вот недавно все были очень встревожены появившейся информацией о том, что что-то там складывается как-то странно. Диана Афанасьевна, поясните, пожалуйста, что за ситуация, вот пока конкретно вот по этой последней информации. Ну, по официальной информации, имеющейся у нас в министерстве, все идет по плану. Пока не получали еще сигналов о том, что есть какие-то проблемы, которые нужно решать. Поэтому на данный Но момент... тем не менее, вот говорят, что все-таки Джода планирует якобы значит, печатать дома с использованием 3D-технологий или еще что-то такое. Появилась такая информация. Компания Джода подтверждена или все-таки нет? Ну вот, к сожалению, у нас такой вот информации нет, то, что вы сказали про использование, да, вот этих. Ну вы данных. видели, наверное, да, в новостных лентах? Да, мы проходим, но официально мы такой информации не имеем, и я думаю, что это, наверное, не соответствует действительности. И насколько достоверна та информация о том, что через неделю вот делегация республики выезжает специально для исследования этого вопроса по приглашению китайской стороны? У нас через неделю не формируется официальная делегация по этому вопросу. Возможно, какой-то рабочий выезд, может быть, но это не официальная делегация. Вы не республики. подтверждаете? Да, выезд. Пожалуйста, вы хотели что-то сказать? По Да, поводу печатать на 3D Да, дома. пожалуйста. Да. Ну, наверное, надо было сначала начать с нормативной документации. Нужно строительные нормы и правила создать под печатание домов. Только после этого можно их печатать на самом деле. Поэтому это просто проектная фантазия. документация, естественно, как бы. Да. Это все разрешение, получение государственной экспертизы. Поэтому как бы без участия Никто, конечно, экспертиз, приступать к разрешения строительству. никто не даст какие-то дома строить. Мы, как бы, РИК, да, мы участвуем в проекте 203 квартал, поэтому как бы мы, естественно, проходим все эти этапы и представляем, как это происходит. Поэтому А для китайских никакой инвесторов, строительства я прошу прощения, перебью, для китайских инвесторов не созданы какие-то более льготные условия по сравнению с российскими? нет. Для того, чтобы привлечь, так сказать, на свою сторону? Вот к нам тоже обращаются китайские инвесторы, проявляют интерес к 203 кварталу. Абсолютно никаких льгот, даже можем сказать наоборот. Давайте Более послушаем серьезно, телезрителей. да. У нас есть вопрос телезрителей. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, да. У меня вопрос к участникам. Как они оценивают перспективы развития связи Якутии и Китая? И в связи с этим вопрос следующий. Стоит ли нашей якутской молодежи учить китайский язык? Спасибо. Кто готов ответить? Перспектива развития, да? Мгм. Ну, перспективы развития у нас пока на данный момент достаточно, скажем так, хорошие. Насчет изучения языка я скажу, что изучают сейчас язык очень активно, очень много молодежи из республики, ну и вообще из других регионов Российской Федерации сейчас изучают китайский язык, да? Ну, то есть эта тенденция есть. И, наверное, эта тенденция также наблюдается и по всему миру. То есть изучение китайского языка сейчас достаточно такое вот Как раньше модное английский направление, учили, да, для всех. Поэтому, конечно, это... А вот если более широко поставить этот вопрос, а вообще, ну скажем так, он часто задается и на форумах, и вообще обсуждаются люди нашим населением, а не слишком ли мы много отдаем на, в общем-то, инвестирование в Китай? То есть не слишком ли, скажем так, все яйца в одну корзину ложим? Как вы думаете, вот даже если с философской точки зрения? У нас, смотрите, у нас все крупные проекты, инвестор Китай. У нас, мы дальше будем говорить и про образование, и про культуру и так далее. У нас все, всем взаимоотношения с Китаем. Опять же, строительство также жилых домов. Кто их будет осуществлять? Работники, я так понимаю, из Китайской Народной Республики, я думаю, да? Вот как вы думаете, много или нет мы отдаем на откуп Китая? Пожалуйста, ваше мнение просто, мне интересно. Ну, я, наверное, скажу тоже, Да. как человек, который имеет информацию по другим регионам. Мы пока не лидеры, скажем так, во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой и даже не входим там, в какую-то первую там, 20-ку или 30-ку регионов Российской Федерации.
по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. И Ну, тут сразу, простите, что сразу вопрос, а почему? Вы же говорите, что и мы очень в них заинтересованы, и они в нас заинтересованы, а почему мы тогда где-то там? А процесс взаимодействия все-таки требует двусторонней оценки, да? То есть нет такого, что вот ты пришел к партнеру и он сразу же, а особенно это связано вот с азиатскими странами, да? И особенно, наверное, это касается как раз партнеров из Китайской Народной Республики. То есть прежде чем войти в проект, прежде чем войти вот, в какое-то, допустим, уже совместное освоение, да, совместное какое-то освоение проекта, реализацию, китайская сторона проводит достаточно долгое изучение, да, достаточно долгая процедура, чем, в общем-то, выбивает, скажем так, да, других, может выбить своих партнеров даже, да. То есть вначале они активны, вот мы заходим, а потом идет дальше процесс как бы изучения, да, и этот процесс занимает достаточно долгий период. Соответственно, вот мы видим в первую очередь с этим, да, направлением. Ну и я повторюсь, опять же, что у нас есть регионы в западной части, допустим, да, в той же Московской области, есть инвестиции в Калининграде, скажем так, да, достаточно много, в Санкт-Петербурге, вот Санкт-Петербург с Шанхаем, допустим, они побратимы. Ну, то есть как бы развитие регионов, как бы сотрудничество регионов с Китайской Народной Республикой сейчас достаточно активное. Ну вообще, вы просматриваете для себя такие риски, вот слишком, скажем так, активные, негативные, допустим, какие-то негативные риски, слишком активное сотрудничество с Китаем? Ведь с Соединенными Штатами, например, у нас также были определенные хорошие отношения, вот пришел момент, они испортились. Может произойти с Китайской Народной Республикой. Да, я абсолютно согласна с этим, что мы не должны как бы относиться к ним как, допустим, с соседнего, скажем так, района, да, или соседнего региона. Это иностранное государство, да. Мы должны взвешенно подходить к нашему сотрудничеству. Должна быть такая упорядоченность действий, да, то есть вот это все как бы нужно стараться соблюдать, да, то есть потому что это иностранное государство, есть свои порядки. Из своего опыта, да, вот скажу, у нас китайские на самом деле инвесторы, ну, парни такие простые на самом деле. Они договариваются на словах, жмут руку, на бумагу то, что положено у нас контракты китайские, это, слава богу, если на 2 листах, в основном свои, да, на поставку и так далее. Обычно это совершенно вот купи-продай и две подписи, да, так выглядят. И они больше верят делам, больше верят конкретным шагам. Допустим, реальные движения наши китайские инвесторы по кирпичному заводу не начали, пока я им просто показывал документы, показывал решение по Тору и прочие вещи. Да? Пока я не сфотографировал сам себя на фоне электрической подстанции на 2 мегаватта, которую я поставил для них на территории Тора, то уже только после этого вот реально пошла вера в проект, так скажем. Вот, я почему вот в части вот того, что слишком ли много инвестиций китайских, на самом деле мы вот общими усилиями, да, наконец-то вот такую создаем среду для возможностей инвестиций любых, на самом деле, любые инвестиции извне, будь российские, будь иностранные, в том числе китайские, то, что сейчас китайцы первые обращают внимание на это, это любых инвестиций надо больше. Вот люди делают первый шаг, надо им. Ну, вы знаете, простите, вот простые китайские парни, как вы говорите, да, они же собираются осуществить, в общем-то, амбициозный проект застройка жилого квартала целого, да, у нас такого ведь не было еще. И за 6 лет они намерены вложить 40 миллиардов рублей. Скажите, пожалуйста, на какой стадии это сейчас мы находимся? Потому что многие знают, что да, будет застраиваться этот квартал, будет иметь совершенно другой вид, и мало кто знает, что сейчас происходит по этому проекту. Я еще раз повторюсь, что проект идет по плану, да, и, соответственно, конечно, более конкретные вопросы, наверное, на более конкретные вопросы могут ответить, значит, администрация города и непосредственно как бы сами исполнители, да. И тут я хочу еще вот вдобавок коллеге сказать, что ко всем вот предприятиям, с которыми вы встречаетесь, да, вот предприятия наши встречаются, да, тоже надо подходить с определенной долей вот существующих рисков, да, то есть если
если партнер, допустим, соглашается на все, там, готов что-то все сделать, то нужно все-таки его проверять, да, и поэтому, конечно, это не такое простое взаимодействие с, допустим, с предприятиями Китайской Народной Республики. То есть, ну, как бы риски существуют. Вот, еще раз повторюсь, что население у них большое, количество предприятий тоже очень большое, существуют разные предприятия, Ну конечно. хорошо, риски рисками, а есть ли вообще опасность, надо ли бояться этого, как китайской экспансии, если так в общем смысле посмотреть? Можно сказать, да? Да. Ну, вот я, как вначале сказала, Китай это мировой инвестор. Он вкладывает триллионы в другие страны. Понимаете, А вот другие в страны, России, да, я их понял. нету еще. Но этих у нас-то всего лишь вложений. 1 миллион населения, понимаете? У нас территория огромная, населения мало. А, допустим, те же страны, которые вы называли, там достаточно большое. Конечно, Да. они есть, присутствуют и в США в огромном количестве, и в Европе, но количество населения там совершенно другое. У нас города некоторые в России больше, чем вся республика, вы поймите. То есть в этом плане, как вы думаете, надо ли бояться экспансии? Что, Ну, вы говорите о чем, об экспансии? О том, что здесь наверное, будут китайцы о структуре сидеть, населения. жильем? Да. Да, Так эти да. китайцы, у них уровень жизни сейчас практически Да. выше, чем у нас здесь. Если Ну, китайцы не у не простых будут же жить там, китайцев. это не значит, Понятно. что сами китайцы физически сюда переедут. Да. А кто же будет застраивать жилое помещение? Джода, Да, сейчас наверное, вот китайцы? вы хотели что-то добавить, да? Вот это очень хорошо, что у нас будут застройки, инвестиции, там, строительство моста и так далее, да. Но достаточно немаловажным фактом еще является то, что мы с китайцами дружим на культурном уровне. То есть, получается, на уровне культуры. И вот как раз вот в следующем месяце мы собираемся увести искусство земли Ланхо, ну, вот, не культуры, получается, да, в Пекине. И у нас появился достаточно серьезный партнер, с которым мы уже работаем с 2008 года. И вот, может быть, в части бизнеса они как бы простые парни, может быть, да, но в части культуры и так далее это достаточно серьезные люди, которые, как бы, с которыми нам пришлось согласовывать вот эти, проведение вот этих дней, ну, с 2008 года, получается. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ну и вот в 2015 году у нас достаточно как бы закрепились плотные дружественные отношения, и, соответственно, мы начинаем внедряться в культурную часть Китая и начинаем сотрудничать. Ну вот, сделали совместный проект с оперой Кунсюй, это по инициативе Андрея Савича Борисова. И вот с прошлого года у нас были подготовительные работы, и на сегодня вот с одним из шедевров ЮНЕСКО, с театром оперы Кунсюй, вот мы составили практически совместный проект. И это, ну, такого еще не было на мировом уровне, когда два шедевра встречаются и, соответственно, делают какие-то такие большие крупные проекты. И вот когда вот недавно мы ездили туда на приемку вот как раз нашего совместного проекта, как они поставили наш Аланхо, который вы также знаете, что является тоже шедевром ЮНЕСКО, то это было достаточно хорошо. Но не то, что хорошо, это просто даже хорошо, это не то слово, потому что это было на таком высоком уровне. И мы считаем, что, вот говорят же, экспансия там и так далее, да, но у нас, у якутов, части культуры и так далее, да, и вообще во всех вот этих деловых отношениях и так далее, они очень хорошо ценят, потому что считают, что мы достаточно такой твердый народ, который имеет свою культуру и имеет свои традиции, и, соответственно, вот то, что у нас есть вот Аланхо, которое стало так же, как я говорила, да, шедевром ЮНЕСКО, и они считают, что с нами можно считаться и с нами можно сотрудничать. Давайте Да. послушаем сейчас наших телезрителей. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня Добрый зовут вечер. Айсен. Я на протяжении нескольких лет работал в китайской компании, и вот у меня есть вопрос к участникам, как потенциальным работодателям. Востребованы ли экономисты с китайским языком? Спасибо. Спасибо. Можно я отвечу Да. на этот вопрос? Специалисты с китайским языком очень востребованы в пору того, что действительно вот у нас взаимодействие с Китаем оно увеличивается. У нас в агентстве есть специалисты с китайским языком, которые сопровождают инвестиционные проекты. И мы также всегда в поиске талантливых, высококвалифицированных специалистов, поэтому призываю всех заинтересованных отправлять нам резюме на электронный адрес info@investyakutia.com. Также вы можете найти информацию о нашем агентстве и инвестиционных возможностях республики на нашем инвестиционном портале по адресу www.investyakutia.com.
Спасибо большое. Спасибо большое за ответ. Ну вот все-таки вопрос, кстати, вот к вам. Вот мы говорили об неком таком вот сотрудничестве с Китаем в части вкладывания денег в, по-моему, вы сказали, кирпичный завод, да? А на каких условиях, мне интересно, вот это они становятся собственниками предприятия или как? Вот как это происходит, вот реальные инвестиции? Ну, по факту они входят учреждают компанию, которая является резидентом Учреждают Якутии. компанию? Да, Учредитель. это не юрлицо, которое именно китайское получает какие-то именно на свое Но они являются земельные учредителями. участки, там, инфраструктуру, подключение и так далее. Это резидент России. И рабочие Это места через будут телефон. созданы для населения. Ну, в первую очередь у нас, конечно, для населения микрорайона Кангаласы, ну, ближайших вот поселков. Ну вот да, здесь Да. тоже хотелось бы сказать, Ну, что это наша все-таки цель, китайские компании, они не входят же, вот как бы, вот пришел и работал, это обязательно российское юридическое лицо. Понятно, но Да, учредителями поэтому как бы выступают по они, а вторая законодательству российскому вторая работают. часть. Или они 100%? Нет, учредители? 100% не получается, потому что Да. инициатор проекта Ага. с нашей стороны, он всегда старается... А вторые ставить либо за собой РИК, либо максимально. какая-то другая Да, компания, да. которая представляет республику. Да. Да? У молодежи есть вопросы? Скажите, а вот при застройке вот жилых объектов, да, это тоже будут рабочие руки наши? Или, Застройщики-то кто будут? или пока это неизвестно? Или это пока я вы не не в курсе, обладаете я этой не могу информацией? Ну, пока нет. Ну, тут возможно несколько как бы, да, вариантов. Но здесь я хочу сказать вот в дополнение к вопросу об экспансии, да, возможной, да, хочу сказать, что, конечно, необходимо соблюдение законодательства в первую очередь, да, законодательства Российской Федерации. Если та же привлекаемая рабочая сила будет работать в рамках существующего законодательства, да, то есть не нарушая законы, будет уезжать, ну, как приехали, уехали, да, то при соблюдении, я считаю, что, ну, и при том условии, что не будет хаотичного какого-то, да, вот нашествия, скажем так, предприятий, беспорядочного, да, там на фоне там, с каких-то там понебратских отношений или каких-нибудь других, да, то в рамках существующего законодательства, в условиях его соблюдения, да, вот насчет экспансии, эта тема, конечно, такая, вот, скажем так, ну, обсуждаемая всеми специалистами в области Китайской Народной Республики, обсуждается она, вот, как сегодня сказали тоже, Китай сейчас, допустим, активно и агрессивно достаточно присутствует в Африке, да, то есть сейчас есть мнение, что придатком становятся, допустим, да, африканские страны для Китайской Народной Республики, они туда вошли, то есть, ну, как бы эта тема обсуждается всеми странами, в общем-то, да, поэтому, конечно, ну, на наш взгляд, при упорядочении, при грамотной позиции, при соблюдении законов, еще раз повторюсь, да, вот, от экспансии, как бы, ну, мы не должны как бы обсуждать вот вопросы именно вот какой-то такой вот Ну, вот экспансии. еще надо добавить, да, сейчас на самом деле у нас вот беседа идет то, что вот китайские инвестиции в Якутию, какие-то производства именно в Якутии. На самом деле рынок Китая сейчас открылся. Сейчас нужно А нам продавать. есть что предложить? Ну, допустим, Кроме алмазов, конечно. вот то, что я глазами видел, да, Мгм. на российско-китайском экспо в Харбине. Так. Была представлена продукция, местная продукция. Это хлебокомбинат, это у нас рыба была представлена, папанец Скиф там. Вот они стояли, ее показывали пару дней, на третий день разрешили ее продать. Продали в течение 30 или 40 минут ее полностью. Всю продукцию, все, что привезли. Ну, вообще ничего не осталось. А ювелирная, и несколько ювелирных компаний там представляла. Они представляли все это время свою ювелирную продукцию, уже проданную. В течение получаса, как выставка открыла, ее выкупили, прилавки полностью были выкуплены. Конкретный интерес есть. Потом еще пример, это у нас наша компания ФПК Якутия открыла в крупнейшем гастрономии в центре Харбина свое представительство. Потом была презентация торгового ряда ФПК Якутия, то есть уже экспорт. Потому что производится за рубли, продается за юани, это выгодно. А это выгодно обоим компаниям, да, и в том числе и нашим. Это дает серьезный толчок для Это развития серьезный республиканских толчок, компаний? Да? Конечно. Сейчас Два все раза ездили дороже. в Китай за товаром, были какие-то челноки, Да. везли Сейчас товары. наоборот, по-моему. Сейчас товарооборот должен поменяться в другую сторону уже. Нам надо успеть сориентироваться на самом деле. На той же выставке продавали совместные компании, муку продавали, растительное масло. То есть российское все раскупают на выставке.
Да. Давайте мы сейчас опять еще на одну рекламу прервемся, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире передача «Не пропусти главного». Мы продолжаем тему о сотрудничестве с Китаем. И у нас есть телефонный звонок. Да, слушаем, говорите. Да, говорите, вы в эфире. Алло. Алло, добрый день. Добрый вечер. У меня такой вопрос с китайской стороны по лесопромышленности есть интерес? И второй вопрос по Силу Сибири. Сила Сибири же это как бы с нашей чингисское месторождение же идет. Почему это не инвестиции называется? А деньги же огромные. Все, спасибо. 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 Так, второй вопрос не допоняли. Вы можете его повторить или вы уже отключились? Уже, да. Да, ну давайте на первый вопрос. Да, лесопромышленные вот в этой сфере есть у нас какие-то контакты? Что я могу сказать, да? Мы вот говорили опять о рисках, да, чтобы минимизировать риски. К нам обращаются много китайских инвесторов в нашу компанию, в частности, да, и чтобы как бы с целью еще и как бы оптимизировать эти потоки, чтобы они были все-таки как-то упорядочены, мы создаем совместное предприятие с китайской стороны. С той стороны у нас с китайской стороны 100% государственная компания также, да, то есть китайский инвестор обращается к ним, мы со своей стороны проекты и наоборот, как бы, да. И вот совместное предприятие у нас уже будет скоро работать, и поэтому как бы и будет полпроектов формировать. Поэтому как бы можно обращаться, если заинтересует инвестор, то естественно, да. Я добавлю, вот как показала практика, в рамках НИИ провинции Хэлэнцзян китайские инвесторы были заинтересованы в проектах лесопереработки, поэтому если у телезрителя есть инвестиционный проект или бизнес-идея, он может обратиться к нам в агентство инвестиционного развития. Мы оказываем консультационную поддержку, мы поможем разработать бизнес-план, провести экспертизу проекта. Находимся по адресу проспект Ленина, 28, кабинет 309. Еще телефонный звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Громче, пожалуйста. Есть такой вопрос, да? Да. Сейчас вот на территории республики у нас реализуются крупные проекты с Китаем в основном. А что вот насчет малого и среднего бизнеса? Его мы как-нибудь поддерживаем или нет? Спасибо. Диана Афанасьевна. Да, по малому и среднему бизнесу. Мы как раз очень такое, ну, как вы все знаете, этот год у нас объявлен годом предпринимательства. Мы достаточно большое внимание оказываем именно малому и среднему бизнесу. И мы сейчас разрабатываем порядок по созданию центра поддержки экспортно ориентированных предприятий среди малого и среднего бизнеса. Я тоже, пользуясь случаем, хотела бы сказать, что при создании этого центра мы будем работать точечно с предприятиями вот именно малого бизнеса, которые ориентированы на экспорт. И в первую очередь я хочу еще тоже сказать, что в основном все предприятия, которые планируют реализовывать свою продукцию за пределы, в первую очередь в последние годы они смотрят, конечно же, на рынок Китайской Народной Республики. Поэтому, да, пожалуйста, обращайтесь в Министерство по федеративным отношениям и внешним связям. И продолжая тему вот сотрудничества в сфере культуры, Сергей Августович, театр собирается уже на дни Республики Саха-Якутия в Пекин. Да. Какая программа? Да, мы в августе принимали участие по приглашению Министерства культуры Российской Федерации в городе Благовещенске в Днях культуры, сотрудничества культуры Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В нем принимали участие заместители министра с российской стороны и с китайской стороны. И здесь было отмечено, что китайская сторона очень заинтересована в сотрудничестве в сфере культуры. Вот. Заместитель министра сам высказал такую идею, чтобы была создана такая ассоциация театров, чтобы было такое взаимное сотрудничество между театрами. Вот, что было очень нами как бы принято очень положительно. Да, и на этом же совещании также были принято решение о том, чтобы мы высказали свое предложение, чтобы вот нас поддержали вот в проведении вот этих дней культуры в Пекине.
Ну, в рамках этого сотрудничества мы уже начали работу с прошлого года. В январе Российской Федерации был правительством Российской Федерации был объявлен конкурс на соискание грантов правительства, и мы подали заявку на постановку оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Вот. Конечно, это было еще в январе прошлого года. Решение пришлось ждать очень долго. До апреля нас просили подождать, потом до июня, ну и так протянулось до августа. И в августе вышло решение, что наш театр в числе 3 музыкальных театров Российской Федерации стал обладателем одного гранта. Вот недавно состоялось вручение этого гранта. И вот почему выбрана эта опера «Князь Игорь». Ну, наш талантливый режиссер Андрей Исаевич Борисов, вот, он же тоже был в числе инициаторов этого проекта. Ну, здесь опера, она основана на событиях, как былины «Слово о полку Игореве». И князь Игорь, когда выступил в поход против половцев, ну, это была неудачная такая затея, но тем не менее это было положено в основу этой оперы. И вот этот проект у нас уже начал работать. Сейчас идет очень большая подготовка. Мы привлекаем очень таких именитых специалистов. Вот. Оригинальная концепция для нашего театра будет специально сделана. Это автор ее будет Евгений Левашов. Это очень большой специалист в области русской оперы. Вот. Доктор, профессор. Вот. И оно будет отличаться от всех других постановок этого «Князя Игоря». Мы надеемся, что он найдет свое понимание в Китае, потому что там говорится о слиянии культур азиатской и славянской. Вот. Давайте послушаем телезрителей. У нас есть телефонный звонок. Спасибо. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, извините, есть очень серьезное заявление. Мама, привет, это Мичил. Скажите, вот теперь мы уже поговорили, практически все сферы мы затронули, а вот в сфере образовательной какие у нас связи с Китайской Народной Республикой? В плане российско-китайского сотрудничества в сфере образования Россия очень активно сейчас развивается, и Северо-Восточный федеральный университет сейчас уже активно усиливает сотрудничество с Китаем. У нас сейчас уже имеется 12 вузов-партнеров. Это, конечно, в основном вузы северо-востока Китая. Это провинция Хэлунцзян, это провинция Ляонин и провинция Цзилинь. Осуществляются обменные программы. Как наши студенты, так и китайские студенты к нам едут. Сегодня по обмену студентам, если посчитать, то 25 китайских студентов по обмену учатся, а также еще 20 человек учатся за свой счет, приехали и обучаются на разных программах, например, программа бакалавриата, программа магистратуры и программа аспирантуры. А дальнейшее трудоустройство как? Дальнейшее сейчас достаточно рынок трудоустройства достаточно, я думаю, перспективный, потому что возникают новые проекты, где нужны новые специалисты со знанием китайского языка, так что их трудоустройство... А какие специализации в основном учатся? В основном выбирают, конечно, экономику, а потом юриспруденция. И по обменным программам они изучают русский язык как иностранный. Ну, то есть ничего не поменялось, экономисты и юристы в основном. Да. Ну, конечно, потому что... А инженерные специальности есть? Нет, я понимаю, когда они приезжают, изучают русский язык, все, наши туда едут и получают знания по экономике, да? Ну, по обменным программам есть разные программы. Например, есть и технари могут поехать по обмену в Китай, получить базовое китайское знание, а потом уже после окончания бакалавриата, например, поступить на магистратуру, дальше продолжить и дополучить квалификацию. И там может там остаться, либо у нас работать. Благо, есть большие крупные проекты, где можно трудоустроиться после окончания.
Если к завершению нашего эфира, каковы вообще перспективные направления, если смотреть далеко на перспективу? Мы, к сожалению, не успели поговорить о том, что китайцы, они же также заинтересованы инвестировать в сельское хозяйство. И вот прошла информация, у меня был такой вопрос, да, в Забайкальском крае они решили отдать в аренду китайцам на 49 лет землю. Не планирует ли Якутия следовать вот этому? Ну, в настоящее время у нас пока нет таких предложений с китайской стороны, именно вот по сельскому хозяйству, да, и заинтересованности в проектах сельского хозяйства на данный момент пока немного, скажем так, да. Они готовы закупать нашу продукцию, то есть им нужны объемы именно вот сельского хозяйства. Спасибо. Я благодарю вас всех, что вы приняли участие в нашей программе. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Смотрите нас в любой момент на НВК онлайн. Увидимся через неделю. До свидания.